Здравствуйте, в эфире новости на телеканале ТУВА-24. В студии Инна Клаятна я вам расскажу о главных событиях дня. В микрорайоне «Спутник» города Кызыла и по улице Байхакская строятся детские сады на 280 мест каждый. Сегодня в РИО главы Тувы Владислав Хавлык узнал у подрядчика, успевают ли строители к намеченным срокам сдачи объектов. Подробнее в сюжете Айданы Хавлык. Тува по рождаемости находится на втором месте по России, поэтому необходимость в появлении новых детских садов высокая. Только в столице региона 8 тысяч малышей стоят на очереди в дошкольные учреждения. Всего в Кызыле 34 детских сада, посещают которые 8 тысяч детей. Последний раз новый детсад номер 22 по улице Упсунурской открыли в 2019 году. Поэтому в РИО главы Тувы Владислав Хавлык при строительстве этих важных социальных объектов требует скорости и качества. В РИО главы посетил строящиеся детские сады по улице Полигонная и Байхакская в Кызыле, которые ведет подрядчик «Мегастрой». Основная сегодняшним днем здесь проблемные виды работы, заказ оборудования, который мы должны ждать месяц после 100% оплаты. Оборудование касается на вентиляцию и пожарной сигнализации. Теплосети построена до точки подключения, а сам подключение – это уже обязательство заказчика не наше. И на оба садика с момента финансирования, с первого этапа, в этом году пока у нас финансирования не было, с первого этапа финансирования нам надо 45 дней. 45 дней озвучиваем на основании того, что месяц по оборудованию доставка и 15 дней монтаж. До этого времени у нас свободно все у нас готово будет. И асфальт будет на месте, и стены покрашены, и линолеум постелено. Весь материал у нас все есть. Подрядчик отстает от графика. К детсаду по улице Полигонной до сих пор не проведены тепловые сети, хотя сам объект готов к подключению. Здание может остаться зимой без отопления. Это значит, что трубу переморозят. Восстановление потянет за собой новые расходы. К сентябрю детсад уже должны были сдать, но очевидно, что строители не успевают. В РИО главы Тувы Владислав Хавлык потребовал ускорить темпы работ со стороны ТЭЦ. Также он отметил, что прилегающие к детским садам территории должны быть благоустроены мэрией города. Элементарно нужно убрать старые киоски и привести в порядок дороги. Мы вообще ориентируемся на 1 сентября, правильно? Да. Весной, когда сюда приходили. А здесь я срок послышу 1 октября, 1 ноября вообще. Трацан вообще не стал еще не начал проектирование. Как быстро сделать, если проект закончится? Сам будут выполнять, да? Да. Деньги заплачены? Проплачены, проплатили. Тем более. Что не требуете? Пишем письма. Как письма пишем? Письма можете уже писать. Если дополнительные средства поступят в ближайшие дни, подрядчик планирует сдать объект к 15 октября. К открытию 2 детских садов в Кызыле готовы в свою очередь и новые коллективы. Особенно ждут места в детсад родители. Детский садик построен на 280 детей. Это получается 14 групп. От 1,5 до 3 лет у нас будет 80 детей, а от 7 лет у нас будет 200 детей будет. Штатная комплектованность у нас должно быть 92 сотрудников. Из них мы уже набрали 50%. Список детей у нас в департаменте уже набрано. Только когда садик уже будет готов, вот тогда мы будем приглашать родителей. Каждую неделю мы тесно работаем с подрядчиком. И, скорее всего, вот они обещают к октябрю открыть. На 2 объектах остались завершающие работы. Внутренняя отделка, установка вентиляционного и противопожарного оборудования, а также благоустройство территории. По улице Байхакская, рядом со строящимся детским садом, в следующем году начнется возведение школы. Айдана Хавлык, Чайхан Дунга, Казамат Очур, ТУВА-24. Здравоохранение Авюрского Кажуна во многом держится на районной больнице, устройство которой не укладывается в голову незнакомого человека. Множество отделений, каждое в отдельном здании и каждое отапливается отдельной печью. Некоторым зданиям нужен серьезный ремонт, не говоря уже об ее оборудовании. В РИО главы Тувы лично побывал в Кажунной больнице и увидел ее нынешнее состояние. Подробности в сюжете далее. Авюрская больница занимает большую и даже чрезмерную территорию. Обусловлено это количеством ее зданий. И всего их 14. В каждом из них отдельная печь и обслуживают их 6 кочегаров. Об эффективности затрат на отопление нет и речи. Ну, что централизовано было, нам надо одно общее
построить такое здание, построить все. Чтобы туда ходила поликлиника, стационар. А кадровом обеспечении у нас только один врач не хватает. Врач-анестезиолог. Отделение детской консультации больницы – отдельная история. Казалось бы, здание относительно новое, построенное в 1994 году. Третий десяток еще не разменен, но ремонт уже требуется основательный. Нужно полностью менять кровлю и полы. Зимой помещения плохо отапливаются. К счастью, это не стационар. Но во время приема здесь бывает в день до 30 детей. Да и сами врачи проводят в холодном здании много времени. Детская консультация у нас это зимой отопление. Не отапливается, тепло нету зимой, зимнее время, особенно в холодное время. Людмила Мангуш работает в прачечной больнице больше 10 лет. Стиральная машина 95-го года выпуска сегодня совсем не справляется с нагрузкой. Корпус прогнил, большая часть функций не работает. Раньше эта стиральная машина сама воду грела, полоскала. Все сломалось, дверца не закрывается. Она должна стирать все в больнице. Теперь только 2-3 комплекта белья за раз. Детально изучив обстановку, в риоглавы Тувы Владислав Ховалык распорядился выделить на безотлагательные нужды больницы 5 миллионов рублей. На них, среди прочего, будет проведен ремонт детского отделения и закуплено новое оборудование для прачечной. Где какой-то типовой проект бы нам разработать, типовой, да, с одной котельной, так скажем, там все необходимые, как положено, да, то, что всем должно соседствовать, да, какие отделения могут соседствовать, стационары, по поликлиникам. Вот надо было там поискать, подумать. Может, в Минздраве России есть, да? Уже посоветуют. Есть разные роды, как на такое-то количество населения. Вот вам. Давайте посмотрим. Хорошо. Ветхость зданий и неразвитая инфраструктура в сельской местности Тувы явление хроническое и для некоторых даже привычное. Однако мириться с такими вредными привычками в риоглавы не намерен. Решение найдено, средства выделены. Руководству ЦКБ и местным властям осталось скорее приступить к работам. Даян Дансурюн, Чайхан Дангак, Мирана Иргит, Тува 24. Совсем скоро, ближе к началу нового учебного года, на Левобережном дачном обществе пройдет торжественное открытие современной школы, построенной в рамках нацпроекта образования. Сколько первоклашек отправится в мир знаний, хватает ли педагогов, смотрите в сюжете далее. Чудура Хартек – одна из жительниц ЛДО, которая устраивает в новую школу своего ребенка. Мама третьеклассницы Алины очень рада долгожданному событию. Ведь раньше приходилось ездить в городскую школу номер 3, что доставляло массу неудобств и беспокойства об их безопасности. Очень удобно, что построили здесь школу. Мы раньше учились в 3-й школе. Очень тяжело было нам добираться, рано вставать, детей будить. И особенно зимой очень тяжело было на остановке стоять долго, и дети мерзнут. Мы очень рады, что построили, и на дорогу много времени не нужно будет тратить. Скажи, школа тебе внешне нравится? Да, она очень большая. Я могу запутаться. Но еще мне нравится, что она такая разноцветная. Да, разноцветная. Образовательное учреждение рассчитано на 825 мест только в одну смену. На данный момент набрано 823 учащихся. Из них 308 – это первоклашки. Прием заявлений будет производиться до 31 августа текущего года. Сейчас идет оформление с 9 часов утра до часу. С понедельника по пятницу идет прием администрации новой школы. Желающие родители должны подойти с 9 до 13 часов, написать заявление, получить справку подтверждения, пойти в свою школу, взять личное дело и медкнижку свою, да, и прийти и оформиться в школу. Департамент по образованию мэрии Кызыла в конце нынешнего учебного года проводил мониторинг на предмет количества обучающихся, изъявивших желание перевестись в новую школу на ЛДО. Результат мониторинга показал, что из общеобразовательных организаций города в школу номер 18 переводятся 1245 детей. Помимо детишек набирают и педагогов для новой школы. На сегодняшний день набрано 19 учителей, 19 сотрудников. Это в основном административный корпус и техперсонал. С сегодняшнего дня начинаем оформлять педагогические кадры, то есть документально оформлять, значит, и они будут приступать к работе.
планируется, значит, сотрудников в новой школе около 200 сотрудников. Это и учителя, и прочие, и, значит, техперсонал. Учителя, которые предварительно приняты на работу, все из разных школ. Некоторые живут на ЛДО, когда работа рядом. Например, Шарана Хавалык, учитель истории, ранее работала в школе номер 11. Мне очень удобно работать в новой школе, так как мне надо ездить целый час в автобусе. На дорогу я тратила целых 3 часа. И вот сейчас вот эти 3 часа буду использовать для работы. Новый директор школы Александр Сурунчап ранее работал учителем во второй школе. Рассказал, что по итогам конкурса на открытую вакансию директора данной школы стал победителем. Мы прошлись по большой школе, которая имеет 3 разных блока и несколько сквозных входов. Кабинеты большие и очень удобные. Начальная школа называется блок В. Здесь 21 учебных кабинетов. И административный блок это посередине, и дальше отдельно блок старшей школы. Там тоже 18-20 кабинетов. А также в административном блоке на 2-м этаже имеются специально отведенный этаж, это творческий, как я понимаю, там актовый зал, кабинет ИЗО, отдельно кабинет черчений, музыка, пение, информатики, кабинет технологий для девочек по обработке тканей, а также мастерские для мальчиков по металлу и по дереву тоже по отдельности. И также комната домоводства есть. В школе также имеется 2 кабинета группы продленного дня для первоклашек, которые могут устроить тихий час, поиграть, заняться уроками до 17 часов. Школьная столовая вмещает большое количество детей. Даже в столовой имеется 18 помещений для разновидной продуктовой продукции. К безопасности в детских учреждениях всегда относятся с особым вниманием. Охранная противопожарная система в первую очередь должна быть во внимании. Также в школе установлена система видеонаблюдения и интернет. Школа номер 18 названа именем первого министра просвещения Тувинской Народной Республики Тыва Оржака Лапсан Кендена. К прилегающей территории новой школы номер 18 продолжают работу по установлению детской площадки, стадиона, беговой дорожки, волейбольной, футбольной и баскетбольной площадки. Инна Клаян, Боян Мангуш, Мирана Иргит, Тува-24. В Авюрском Кажуне молодая семья животноводов Айдын Тюлюш и Айра Кулар успешно содержат скот и развивают хозяйство. Став участниками губернаторского проекта «Кыштаг», сегодня они обладают серьезным опытом, которым стремятся поделиться с будущими участниками проекта. Подробности в сюжете Даяна Дансюрюна. Неподалеку от перевал-отелей Авюрского Кажуна вот уже 4 года растит свой скот молодая семья Айдына Тюлюша и Айры Кулар. Став в 2017 году участниками губернаторского проекта «Кыштаг», потомственные животноводы самостоятельно занялись привычным с детства трудом. Через 2 года семья молодых животноводов передала 200 овец следующим участникам. И при этом у них осталось более 350 голов уже собственного скота. Свой успех они объясняют просто. Труд, упорство и, конечно же, поддержка близких людей. Здесь ничего не было. Когда стали участниками проекта, сюда приехали, изучили место. Называется Царыкхоль. Раньше тут дед моей жены жил, тут и построили летнюю стоянку. Молодая хозяйка Айра работает в сельской школе документоведом. Старшая дочь окончила 1 класс, младшая в детском саду. Пока школы и садики на каникулах, мама с дочерями помогают отцу семейства на Кыштаге. Родные тоже не остались в стороне. Отец Айры очень помог своему зятю. Практически весь Кыштаг сделан из пиломатериалов с его личной пилорамы. Работа спорится и есть желание развиваться дальше, передавать опыт новым участникам проекта. Скоро в семье появится сын и станет хорошей подмогой родителям. Сейчас осталось 365 голов. Ого. И мы хотим в дальнейшем
стать тысячниками. В Рио главы Тувы Владислав Ховалык посетил хозяйство молодых аратов на своем пути в село Тустах. Он отметил, что Кыштах Айдына и Айры – один из многих примеров успешного тувинского животноводческого хозяйства. Также достойны подражания желание помочь другим участникам проекта, помощь и взаимовыручка между земляками. Даян Донцурюн, Чайхан Дангак, Мирана Иргит, Тува-24. На аппаратном совещании правительства Республики Тыва, исполняющий обязанности руководителя регионального МВД, полковник юстиции Вадим Овчинников проинформировал о тревожной тенденции увеличения фактов доставления в полицию детей, находящихся в социально опасном положении. В основном это дети пьющих родителей. Всплеск подобных фактов приходится на период социальных выплат и пенсий. Подробности в сюжете с Айгыном Бирбю. Всего за минувшую неделю зарегистрировано 33 случая изъятия детей у несознательных взрослых, представляющих пьяному угаре угрозу своим чадам. За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию детей за тот же период сотрудниками полиции привлечено к административной ответственности 67 родителей. Проверяются в основном семьи, которые состоят на профилактических учетах. И в ходе проверок выявляется, что они тратят социальные выплаты не на своих детей, а на выпивку и злоупотребляют спиртными напитками. Социальные выплаты, если сказать честно, это и помощь, и беда. Выплаты на детей при совокупности иногда достигают размера средней заработной платы. И только безответственность самих взрослых, распределяющих финансы в ненужном направлении, доводят семью до критичного состояния. Общаясь с пьющими родителями, мы выясняем, что в день они могут позволить себе купить по 2, 3, а то и 4 полуторалитровых бутылок крепленного пива. Получается, что в месяц они тратят на алкоголь порядка 15-20 тысяч рублей. Даже получающие зарплату люди кормят семью целый месяц на такую сумму. В целях стабилизации оперативной обстановки региональным министерством внутренних дел было принято решение о проведении оперативно-профилактического мероприятия «Улица». За прошедшую неделю несовершеннолетними совершено 2 преступления. Одно из них было раскрыто ранее совершенное преступление, в общем 3. Также 16 подростков были доставлены в ночное время за нарушение комендантского часа. Министерство внутренних дел по Республике Тыва напоминает, что невнимание к своим детям чревато многими последствиями. Помните, чем они младше, тем больше тянутся к взрослым. Создавая дефицит близкого общения, особенно находясь в состоянии опьянения, вы можете оттолкнуть ребенка от себя и создать морально нечистоплотного человека. Сайгын Бирбю, Чайхан Дангак, Азамат Очур, Тува-24. На этом у меня все. Следите за нашими новостями в социальных сетях. Берегите себя и будьте здоровы. В студии была Инна Клоян. До встречи в эфире.